Когда на одних избирательных участках считали голоса за президента, на других определяли лидеров проекта по благоустройству общественных территорий. Процедура не менее серьезная. С фирменных ящиков для голосования сначала снимают наклейку, затем высыпают бюллетени на стол. После команда волонтеров приступает к подсчету. В составе комиссии больше 200 человек и большая часть студенты. Говорят, пришли за ценным опытом. В команде 4 человека. Каждый видит счет по-своему, там вычитать из числа всего бюллетеней, какие-то гашеные, не гашеные. То есть очень такое, наверное, больше командная работа. Вот в этом нужно было сложно, потому что люди все разные, и некоторыми мы не были знакомы. Поэтому так вот. Но мне кажется, мы сработались. Другие выборы в день голосования развернулись на 64 точках в Сыктывкаре и Эжве. На каждой работала территориальная счетная комиссия. Сыктывкарцы выбирали из 5 вариантов бюллетеней, эжвинцы из 3. Уже в середине дня явка составила около 20 тысяч горожан. По организации именно самого голосования жалоб никаких не поступало, и действительно граждане ответственно отнеслись к этому процессу, они поддержали эту идею, и вместо того, чтобы даже вносили свои предложения, в том числе по благоустройству каких-то конкретных территорий. Эти предложения мы тоже собирали, и эти предложения будут переданы в администрацию и также рассмотрены наравне с существующими уже проектами. В Воркуте лидером голосования стал Парк Победы, один из самых востребованных мест отдыха. Сегодня здесь выставка военной техники и главная достопримечательность – памятник героям Великой Отечественной. После реконструкции все это останется, но слегка обновится. Акцент будет сделан на месте сгоревшего спортзала «Горняк». Здесь появится игровая и спортивные площадки. На все потратят почти 3 миллиона рублей. После голосования идут та процедура, которая требуется. Это то, что денежные средства поступают. Соответственно, дальше идут подготовка конкурсной документации, смета, требования, конкурсная документация размещается. Это все через электронные торги и, соответственно, закуп и поставка. В данном случае это спортивное оборудование, детского освещение, плюс асфальтирование. Все, в принципе, как мы делали прошлым летом, все эти работы также будут проводиться аналогично. 2 другие территории – сквер в Аргашоре и набережная с видом на поселок Рудник – тоже будут приведены в порядок, но позднее, в 2019 и 2020 годах. Пока у жителей есть возможность нести свою лепту в уже готовые дизайн-проекты. Мэрия открыта к предложениям. В целом Воркута в проекте отличилась. Высокий уровень проведения голосования в ходе рабочей поездки лично отметил вице-премьер Константин Лазарев. Наиболее активный муниципалитет – это был Сыктывкар, более 30 тысяч человек, Ухта, более 24 тысяч человек. И отдельно хотел бы отметить город Воркута, где практически 70% от граждан, внесенных в списки избирателей, пришли и проголосовали за те или иные общественные территории. Такая активность высокая объясняется желанием граждан что-то изменить в своих муниципалитетах. До этого граждане принимали участие в рейтинговом голосовании, где отбирали те общественные территории, которые необходимо будет отремонтировать и привести в порядок в 2018 году. Также 18 марта за свои любимые места отдыха проголосовали в Инте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Усть-Вымском, Усть-Цилимском и Карткиросском районах. Проведение голосования в сельских территориях, кстати, их личная инициатива. Итоги во всех муниципалитетах подведут до 1 апреля. Объекты-претенденты, не попавшие в список, будут последовательно включаться в программу до 2022 года. Таисия Жакова, Артем Соколов, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.